Здравствуйте, здравствуйте. Рада вас видеть Мы тоже снова. вас рады. Теперь вы у нас в гостях побываете. Да, да не верится. Да, только уличный надо, чтобы сюда перейти. Центр. Это мы уже все, центр сзади, мы уже вот на Ярославле. Нам еще немного, и мы вот скоро в Мытищах будем. Километров 20, наверное. И Мытищи будут. Здравствуйте. Прямо. Это в дороге поживете. Прополис. Сотый. Ну там много, короче, вот форель ты просил. Да ты чё, мы ж пошутили. Это вот я сам тоже делал клюкву. Ну там с водой, с чаем. Короче, там отцеп есть, мед есть там. Спасибо, спасибо. Мы сейчас судака поехали ловить. Это тема, меня тоже люблю сюда. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И мы находимся не в Якутии, а мы находимся в Ярославской области. В данный момент город Рыбинск. Приехали мы сюда по приглашению Артема Кротова и его друзей. Артем ко мне приезжает каждый год на рыбалку и решил показать мне свою родину и пригласил нас с Марией на эту чудесную поездку. Мы провели первое время в городе Ярославле, провели за различными экскурсиями. Вот. Об этом можете на лайв-канале у меня посмотреть, на Клевая Рыбалка Лайв. А сюда мы приехали, чтобы поймать крупного трофейного судака. А получится ли у нас поймать трофейного судака, вы увидите дальше. Также я для ребят приготовил различные подарки. Привезли мы с Марией рыбу из Якутии, нашу местную. Обязательно сделаем строганину, какой-нибудь розыгрыш сделаем. И кроме этого будет один классный розыгрыш с поездкой на клевую рыбалку среди участников, с приглашением, так скажем. Вот такой вот суперприз будет. Так что оставайтесь, будет интересно. Сегодня мы ехали до этого чудесного места, которое ребята арендовали. Вот такие вот, оказывается, есть домики с придворовой территорией, с классной мангальной зоной, зоной отдыха. И сам домик тоже вообще классный, мы его покажем сейчас изнутри. И, собственно, сегодня, по всей видимости, у нас рыбалки не будет, она начнется завтра, послезавтра. Сегодня просто отдых. Вот так вот. Так, друзья, ну вот Артем, сам Артем пьет сок натуральный. И, Артем, расскажи, пожалуйста, куда мы поедем, куда мы вообще приехали и объект ловли наш. Ну, вкратце, познакомить. Ну, мы приехали на Рыбинское водохранилище в район коттеджного поселка Коприно. Объект ловли судак, щука, окунь. Ну, мы приехали за большим судаком. У нас приманки большие, все крупные. То есть, а именно как локации нам покажут местные гиды. Мы сами здесь не так часто ловим. Но я думаю, гиды обещают нам большую крупную рыбу. Ну, на самом деле, самый крупный судак у меня был 3 килограмма. Здесь как бы есть крупнее, да? Ну, сам я здесь не ловил таких крупных судаков, но обещают, что говорят, в районе 10 килограммов это как бы нормальная рыба. Можно спокойно ловить. Завтра будем проверять. Со скольки поедем с утра, получается? Ну, нас ждут на лодочной станции в 5 утра. Нам еще надо будет некое расстояние проехать. Я думаю, что мы в 4 часа встаем, завтракаем и едем. Нам полчаса дороги до нее. И выдвигаемся. На воде, я думаю, в 6 часов уже будем на воде, уже ловить будем. Отлично. Смотрите, ребята, какой классный этот домик арендовали. Здесь вот, значит, при входе имеется санузел. Ну, комнаты вот такие, да. Вот смотрите, какой интерьер, как все сделано. Вот. Нас это очень удивило. И причем в этом поселке прям вот таких домов прям вот куча, тьма просто вот.
Ну, мы вот так расположились с Марией, допустим, вот здесь есть кондиционер. Все нужное есть вот для жизни. Телевизор, шкафы, комоды там. Здесь классная кухня. Пойдемте посмотрим. Анар уже готовит что-то вкусное. Вот, огурцы достал. Огурцы моей мамы. Ага, вот, домашние огурцы. Домашние огурчики от моей мамы. Вот, будем пробовать. Вот, сейчас ждем остальных ребят. Бактейл вот такой вот. А вот эти слишком маленькие оказались для водохранилища. Но они больше на окунька идут, на такого вот. Но у нас трофейная рыбалка, поэтому мы будем использовать большие приманки. Ну и, конечно же, Артем мне дал различные крупные приманки. Вот такой вот релаксовский. Вот. И главное, что рация есть. 4, 5, 6, 8, 9. Вот они, все. Я на глаз разделил. Короче, по-братски. Это вам. Вот крючки. А я дал, да, все деньги. вот они. Я пачку все деньги отдал. Он крепкий мужик. Такой один раз включил, взгляд на подход. Что будешь за обе щечки уплетать? Жаль, что фартук забыл, да, в этот раз. У меня, кстати, кожаный фартук есть. Ну, я Надо было делал взять с обычно. собой. Все, пошла жара. Че, вот кого мечу, буф, ну, на крючок нажимаю, он падает. Мы, короче, и так, не только вот эти разы, все другие. Отстреляли. Котовченко. Да нет, сама атмосфера классная, будет хорошая птица. Ее в руках Красота. держать, ну, ничего. Это таймалырский омуль, легендарный таймалырский омуль. Он обитает именно в море и заходит в реку очень редко, как бы, и поэтому вот, из очень далека приехал сюда вот эта рыба, сюда, в Ярославскую область, город Ярославль. Сейчас мы будем его стругать для ребят. И, возможно, даже кто-то из ребят впервые будет пробовать якутскую рыбу. Это якутский нож, да? На сторонке. Да. Он собран специально для таких манипуляций, короче. Рыбу стругать. Вот мороженое рыба, видите, как стругается, да? Ну вот, дорогие друзья, находимся на Ярославской земле. И своим друзьям в Ярославль я привез с собой два вот таких ножа. Ножи нашего якутского мастера Егора Романова. Все эти данные ножи есть на моем сайте клёвая-рыбалка.рф. И сегодня я немножко хочу рассказать о них. Нож, первая работа Егора Романова, Сандыс, да? Что означает стрекоза. Вот. Здесь, и, собственно, изображена стрекоза. Сталь D2. Вот. Нож сертифицированный, полностью имеет сертификат. Бренд Джин Саха. Джин Саха называется. И модель Сандыс. Вот он. Средний. Высота, ну, длина клинка, по-моему, 13 сантиметров. Абсолютно рабочий нож. Удобен в руке держать. Ручка кап березовый. И новинка вот такой вот кулунатах. Паспорт тоже имеется. Все. Тоже на сайте. В переводе называется нога жеребенка, получается. Это тоже средний нож. Он вот так вот выполнен. Сталь D2. И здесь вот изображен, собственно, лошади изображены. Нож тоже средний. Он есть в толстом обухе, а есть в узеньком обухе. Вот. Тоже длина 13 сантиметров. Тоже здесь, по-моему, идет карелка, стабилизированная корейская береза. И ножны у него идут вот в таком вот специальном пластиковом ПНД чехле. Ну, сюда макаешь. Мариновать не надо ничего? Сюда макай. Да ничего не надо прям. Прям вкус чувствую. И понеслась. Кто еще печень будет пробовать? Ну как? Так просто пробуй.
Да, Ее так сырую парень? Ну, Я конечно. сыру, конечно, еще варить ее, что ли. Очень большие. То есть, чтобы вот эту рыбу поймать, Бери целый. съешь. рыбаки едут Целый? по 6 часов, допустим. Тимур, вы нынче собираетесь к нам в Якутию. Да. Вот. Вы раньше никогда у нас не были же, да? Нет, ни разу. Просто смотрели по видео, наверное, да? На самом деле, да, мне друзья говорили, что они к вам ездили и сказали, что им очень понравилась рыбалка в ваших краях, поэтому пригласили меня, и я с радостью к вам приеду. Хорошо. Отлично. Будем ждать у вас. Надеюсь, что посещу вас и мне очень понравится. Вот трофейную рыбу хочешь поймать? Очень хочу поймать. Какую? Тайменя. Сколько килограмм? Как Бог даст, посмотрим. Одного поболее, другого поменьше. Правильный ответ, да. Будет суперприз. Поездка на первый лед в Якутию за счет клевой рыбалки. Вот. Это суперприз. А вот это за второе место. Вот такая вот золотая рюмка. С Ярославля. Там Здесь, с гербом здесь Ярославля. нанесен судак, самый крупный судак, кто поймает, вот здесь вот нанесен судак. Это якутский орнамент, это вот, ярославские цепи, леса. И здесь герб Ярославля, медведь, Секирой. с короной, да, с секирой, все. И здесь написано, что написано? Ярославль, рыбалка. 2026. Вот. Ну, серебряные изделия там и так далее. Короче. Это уже там второстепенно, уже там третье, четвертое место уже для слабаков. Доброе утро. Доброе утречко. Так, вот настало наше утро. Собираемся на рыбалку. Так, ну вот, друзья, приехали мы на точку. У нас сегодня Роман будет гидом нашим. Вот, получается, выехали мы чуть позже, ну, где-то, наверное, 5:30 утра. Вообще, как бы здесь клев с утра основной, да? Наверное. Вот, подъехали сейчас вот на точку, куда ребята приезжают сами. Смотрите, вот здесь у них приборы прикольные, вот такие, да, класс. Приманка. Да. Вот, приманка падает, и видно прямо в этом приборе. Вот, она рядом, вот рыба сейчас пошла, да? Да. Опустилась. Вот он пошел. Вот он пошел. Но он как будто толще, да, получается? Да. Пол воды. На 5 метрах. На 5 метрах есть рыба. Да, давайте я сейчас буду общаться тоже. Так. Сюда можно будет использовать, наверное, какую-нибудь недлиннотонущую приманку. Вот. Ок. Так, Роман пошел. Выходит на нас. Смотри, сразу, да, что? Прикольно. Надо закачать. Идет суточила. Хорошие. Прям вот где-то носики есть, наверное.
Есть. Вот такой вот. Ну, примерно вот так было. Отлично. Хлопка не защелкивается, да? Да, не надо, он вот так вот. Вот крупная рыба. Вот эта. Ага. Будем разберем. Надо попасть ему в голову. Понятно. Мы сейчас такую рыбу будем искать, и вы будете по очереди кидать. Что есть? Могу вот свою дать, можно моим кидать. Там сколько у вас стоит? Вон еще один плавает. Вот эти приманки из губки, они, Поролон. да, поролоны. Они поверхностные, получается? Нет. А надо ждать, когда намокнет, да? Нет, вот ее огружаем также, вот чебурашка. А, Вот, ага. также цепляем и на дно. Они очень хорошо ловят. И она как... Не, они как и одноразовые, она как... получается? Нет. И она Не как- откусывает? И как... Нет, ну откусывает так. 4 рыбины, и она уже разваливается, да. А. Потому что зубы тут, да, все это, ну. И как и зацепляйка сделана, она, ну, Ага. прижата к этому Ну, краю. чтобы- понятно. Вот и это вопрос. Ответ тебе на вопрос. Блин. Стоп. Скоботку. Ой. Блин, рановато. Это все попало. Давай перебрасывай. Скабаган арьер был он. Раза хабма, когда дринге. Это царская рыба? Да. Это... Ну она судаку в сравнении вообще не идет. Она вкуснее, чем судак в разы. Похож на окуней. да? Ну он типа, да, Ой! Ой. чуть-чуть заслужил бы свободу. Вот тебе и царская рыба. Имеет свой характер. Это вот они там и стоят. А, понял. Есть. Он прям вот среагировал на эту сразу. Вот, наконец, друзья, после нескольких часиков, после часика, может, или два, первый судак, ура! Ура! Наконец-то мы его взяли. Да. Да и по приманке угадали, получается. Ну, как бы до этого на белую сидели. Ну, взяли, вот решили поменять цвет. Видели, вот такой судачишка. Погоди, стой. О, блин, я его еще и за глаз засек. Ну, такой небольшой, да? Судачок. Тут сколько тут, я не знаю. Че, забираем, да, его? Давай. Ну, Или... уйди. Ну, я не знаю. Нам вообще не надо, как бы. А? Нам не надо. Забираем? Ну, ребята захотят сделать. Ну, можно. Ё-моё. А? Может, Артем несет?
Ну да. Может, вот там рядом. Вот и это вопрос. Ответ тебе на вопрос. Блин. Профессионал. Делает. Чувствую. Говорит, прям хорошие видим. Блин. О, есть. Есть судак. Или это берж? Судак. А, судак. Хороший. Дайте резинку. Поролончик. Ну, первый прям вообще зачетный был. Наши поздравления. Какой красавчик. О. Ого, да нет, еще. Хороший берж, да? Судак. А, это судачок маленький. Слишком маленький, да? Ну, да. Давай, может, отпустим его. Да, такого. Все, такого отпускаем. Хорошая. Ну вот так вот. Это он клевал все это время, поклевывал. Подбойчики такие были небольшие. Вот. Ну, уже второй у меня судак. Давай, Маша, твоя очередь. Я сейчас бутербродик поем и... Ладно. Иду. Все, перебрасывай. Остановился, да? Блин, цвет попробовать поменять. Да ничего, нормально все. Блин, это вроде ничего. Давай Бывает еще раз. туда, да, куда-то? Давай опять. За него забросить. Ай, чуть-чуть. Да прям наголо уже идет. Почти. Он вперед плывет. Блин, точно, он сюда плывет. Аж плавники видно, да? Да. Его вперед надо немножко за него, ну как перед мордой в него забросить. Так? Ну да, давай, вот он что-то крутится. 10 метров тоже вот здесь. Туда. О, пошло. Во. Давай. О, вроде заметил. О, хапнул почти. Да не, ну что-то... Он так-то, ты что-то поддернул, он это, промазал, да? ну он да, уже собирался. Он на дно. Ну вот все, ему надоело все это развлечение. И он лег, да? Да. О, Маша взяла. О, давай. Тащи, качай. Молодец. Что-то нормально, хорошая идет, по-моему. Там леска, походу, леска залезла. Давай, выкачивай. Да, снимаю ее. Давай, выкачивай. Подтягиваем. Сюда, вон, туда надо будет подвести. Что-то ничего такое. Так. Главное, слабинку ему не давай, чтобы с рта не вылетел крючок. Аккуратно выкачивай этим бланком, играй. Потом. Блин! Давай. Маша. Выкачивай наверх. Давай. Ура!
Ой, как классно это было. А? Надо сделать фото. А ну что, как ощущения, расскажи. Чё? Мощные. Это первая рыба сезона жидкой воды. Ну, Вообще, нет? да. Да. Давно как будто забытые ощущения. Возобновились как будто. Блин, надо было взвесить, мы не взвесили же, сколько он килограммов. Вот. А есть Интересно. А, нету? У вас нету, да? Нету. А. Ну ладно, там у ребят есть. Ну вот, О, круто. моя душа довольна. Поздравляю. Вот, видишь, ты научилась джиговать. Да. Благодаря. Да, надо на рыбе это Кого это я поймал? Ну, Трофей. Трофейная резина. как это? вот моя. А, Она уже вон, кстати. Она уже все погнила, вся, уже поржавела. Да. Вон они такие. Вот я, кстати, через дерево протащил сейчас, через пень. Так, друзья, ну вот, сегодня мы вот так вот порыбачили. Сегодня поймали, вот как вы видели, несколько судаков. Считаем, что это хороший результат. Мария прям трофейного взяла. Сейчас будем взвешивать, сколько он килограммов. Вот. Ну я маленько отстаю, но ничего. Я зато по количеству больше, кажется, поймал. Вот. И давайте это самое. Мы приехали, конечно же, тоже не пустыми руками. Сейчас сделаем небольшой сувенир Роману за то, что нас сегодня так покатал хорошо. Да. Обычно мы всегда всем дарим такие сувенирчики. Наверное, вам и вот второму гиду вашему, да? Дима, Дмитрию, да. Давайте, вот такой календарь рыболова лунный. Мы сейчас тоже там на родине рыбачим маленько, поэтому можете на наших рыб посмотреть. я в магазине не повешу его. И вот. У меня магазин еще рыболовный в городе. Круто. Рыбинка тоже так называется. Я его там вот повешу. Отлично. Пельменчики, класс. Щучка, форель. Зимнюю рыбалку рыбачите? Да. Ну вот тогда вот такую наклеечку еще на ящичек, что мы у вас были когда-то. Все. Так, ну а мы, друзья, возможно, завтра еще поедем на рыбалку, поэтому ждите продолжения.